Как не обломаться на ЦТ, плюс ответы на самые трепещущие вопросы увидите в этом ролике. Ребята, используйте ту литературу, которую нужна вам для подготовки к определенному предмету. Если это белорусский язык, то лично от себя я рекомендую сборник ЦТ за 60 уроков белорусского языка. Это довольно-таки отличное пособие для подготовки к ЦТ, потому что оно содержит 60 уроков по каждой из тем, которая встретится в централизованном тестировании. Пройдя всю эту книгу, вы сможете на довольно высокий результат написать централизованное репетиционное тестирование. Также в помощь вам будет полный сборник тестов белорусского языка, который раньше и сейчас выдается Аверсеф. Далее, если это биология, то в помощь вам будут сборники централизованного тестирования прошлых годов, которые помогут вам подготовиться также на довольно высокий уровень, плюс все книжки школьной программы, все книжки школьного курса, то есть по которым вы проходили школьную программу. Что хочется сказать насчет химии, то вы должны знать, как решаются задачи, которые попадаются на ЦТ, потому что есть стандартные задачи, которые могут попасться на ЦТ, и вы должны знать ход их решения. Также вы должны знать теорию. Чтобы довольно-таки отлично знать теорию, вы должны знать всю теорию школьного учебника, и также в помощь вам может быть книги автора Врублевского. То есть это довольно-таки хороший автор. Есть и другие авторы, но это в зависимости от ваших знаний, от вашей подготовки. Что хочется сказать насчет остальных предметов, насчет математики, то есть различные сборники по подготовке. То есть это может быть ЦТ с нуля, либо математика с нуля, также все сборники ЦТ прошлых лет и также тренировка по школьным учебникам. Что хочется сказать по физике, это практически то же самое. По русскому языку также есть сборник ЦТ за 60 уроков, но что хочется сказать, то что я не знаю, как там преподается материал, он намного толще, чем ЦТ за 60 уроков по белорусскому языку, поэтому смотрите сами. Я сам лично занимался по ЦТ по белорусскому языку, набрал довольно-таки высокие баллы, поэтому смотрите сами и делайте для себя выводы. О репетиционном тестировании. Многие задают вопрос, стоит ли ходить на репетиционное тестирование. Я считаю, что да, потому что на репетиционном тестировании все максимально приближено к атмосфере централизованного тестирования, то есть практически все то же самое, но будут какие-то изменения в централизованном тестировании, будет немножко по-другому. Но репетиционное тестирование — это довольно-таки важный этап, чтобы вы знали, как это все делается, как заполняется бланк ответов. Также я вам посоветую попробовать позаполнять бланк ответов дома. То есть на сайте на сайте RIX есть отдел дистанционное тестирование, где есть пробный бланк. То есть вы можете распечатать бланк ответов, бланк отказов и попробовать позаполнять. То есть часть А, часть Б, чтобы вы не попутали и чтобы вам не было обидно на ЦТ. Также, что хочется сказать про репетиционное тестирование, это то, что я бы вам посоветовал, если, допустим, у вас есть возможность пройти репетиционное тестирование в вашем городе, но это какой-то региональный город, допустим, небольшой, то я вам посоветую записаться на репетиционное тестирование в более крупный город, то есть это может быть Минск, Витебск и остальные города, потому что там довольно более строго, то есть вы почувствуете атмосферу другого города, потому что чаще всего абитуриенты ездят сдавать ЦТ в крупные города. И чтобы вы немножко привыкли, чтобы вы немножко узнали, как это, как чувствовать себя по-другому в другой атмосфере. Поэтому я считаю, что репетиционное тестирование вы должны пройти, может быть, не все этапы, может быть, некоторые, или только некоторые предметы попробовать пройти на репетиционном тестировании. Поэтому выбирайте для себя сами. А лишней информации. Довольно-таки важный раздел этого видео, потому что многие абитуриенты используют учебники, которые совершенно будут не нужны для подготовки и для ЦТ. Потому что я вам еще раз повторю, что для биологии достаточно сборник ЦТ прошлых лет и учебники школьной программы. То есть, если вы это все отлично пройдете и все выучите, то вы вполне можете набрать 100 баллов. Если это математика, то существует огромное количество сборников, которые очень лишние и будут вас сбивать. Если это биология, то также существует очень много различных тестов, но я вам еще раз повторю, что проходите школьную программу и сборники прошлых лет. Если это химия, то тоже есть очень много тренажеров, но я считаю, что вы должны пройти
схемы стандартных задач по СТ, по химии. Также вы должны знать теорию отлично, это просто школьная программа. Ну и, конечно, есть дополнительные, вот как я вам подсказал Врублевского, это тоже отличный вариант. Что насчет остальных предметов, это вы уже выбираете сами, но еще раз повторюсь, не нужно делать большие стопки книг, не нужно покупать 200 с лишним книг и просто, чтобы они у вас лежали. Купите ту литературу, по которой вам будет наиболее удобно заниматься. Это может быть по совету учителя, это может быть по совету вашего однокурсника, одногруппника и так далее. Теперь пошли вопросы, которые чаще всего спрашивают абитуриенты в различных интервью, в различных сайтах, на различных сайтах и на YouTube-канале также меня часто это спрашивали. Можно ли списать на централизованном тестировании? Что я вам хочу сказать? Шанс 0,01%. Если вы хотите еще целый год ничего не делать, то есть потерять год, то можете списывать. Но я вам скажу лично, что все довольно-таки строго, то есть комиссия довольно-таки строго, все за вами наблюдают, никаких микронаушников, никаких шпор, надписей на руках, никаких бумажных шпор, ничего этого быть не должно. И что я вам хочу сказать, это то, что если вас заметят, то без каких-либо предупреждений вас попросят сдать бланк, и ваш тест будет аннулирован, то есть вы будете просто выгнаны из аудитории. Это вам не нужно, я считаю, что это просто будет стыдно, и вам обидно, и всем обидно. Если вы, допустим, занимались репетитором, то это будет еще более обидно. И, в принципе, идите со своими знаниями, потому что если вы знаете, то вы все отлично напишете. Рассаживают также либо в шахматном порядке, либо какими-то рядами, то есть чтобы колоннами такими по рядам рассаживать, то есть все довольно-таки продумано. Также стоят несколько человек по самой аудитории, все это наблюдается. Если есть какие-то спорные моменты, то даже в некоторых аудиториях стоят видеокамеры, и все спорные моменты, в принципе, все это можно решить. Если, допустим, вас попросили просто так, а вы еще не списывали, то вот есть видеокамера, где вы это можете все разобрать. Но, допустим, если ты списывал, то все, тебя просто выгонят, и год будет потрачен просто зря. Стоит ли волноваться перед централизованным тестированием? Волнение будет в любом случае, даже если вы не хотите волноваться, даже если вы выпьете валерьянки, будет все равно волнение, потому что централизованное тестирование — это какой-то этап, это какой-то переход в другой этап жизни, то есть в студенчество. И, в принципе, конечно, будет волнение, потому что все, к чему вы шли, все, сколько вы занимались, это будет всего лишь один тест. И если вам повезет, то, конечно, это будет круто, это будут большие баллы, это будет успех, это будет хорошая специальность. Если, конечно, вам не повезет, то не стоит расстраиваться, потому что есть различные колледжи, вы можете потом пойти на заочное обучение в университет, и, может, вы подумаете, стоило ли вам идти на ту специальность, которую вы планировали. Поэтому, конечно, волнение перед ЦТ будет, но стоит держать себя в руках, не поддаваться эмоциям, и все будет отлично. Как долго ждать результатов? Лично я ждал результатов где-то 1,5 недели, 2 недели. Это очень сложно на фоне вот даже таком психологическом, потому что результаты — это, конечно, страшно посмотреть, потому что, допустим, вы будете вводить свои данные на сайте централизованного тестирования, то есть там будет раздел централизованного тестирования, результаты узнать, и у вас будет написано либо нет данных информации, нет данной информации, повторите попытку позже, либо вам выскочит окно, где будет написано Иванов Иван Иванович, номер паспорта, и где будет показано количество правильных и неправильных ответов и балл. Вот это самое страшное, потому что либо пад, либо пропал, как говорится. И очень страшно это смотреть, даже когда я смотрел, это было очень жутко. Когда ты видишь, уже прям окно открылось, ты видишь результаты, это очень страшно, потому что от этого зависит то, как минимум я проведу свой год. Допустим, либо это будет подготовка к еще одному ЦТ, и от этого будет зависеть, конечно же, и ваше время, которое вы будете дальше проводить. Либо это будет уже учеба, либо это будет подготовка к ЦТ еще раз, либо это будет какая-то ниже ступень. Но все к чему-то это ведет. Поэтому результаты, это, конечно, страшно смотреть.
И очень долго, то есть для меня 1,5-2 недели это было очень долго, потому что, сами представляете, сидеть и ждать, это, конечно же, очень страшно. Нужно ли смс-оповещение резко? Нужно ли его подключать результатов? Я считаю, что нет, потому что вы знаете, что есть такая функция, подключить смс-оповещение, и вам придет результат прямо на телефон. Там будет написано 4-й этап, номер, предмет и балл. Я считаю, что это довольно-таки не нужно, потому что, ну, во-первых, вы заплатите за это, то есть это платная услуга, и также, допустим, вы будете в какой-то обстановке или ситуации, и вам приходит оповещение на телефон. Вы подумаете, что это, ага, с контакта пришло, там еще откуда-то пришло, с Твиттера, просто электронная почта, а это придет вам уже смс. Вы открываете, и бац, там результаты. То есть кто-то, может быть, к этому не подготовлен, кому-то будет без разницы, какие результаты. Поэтому я считаю, что не нужно, просто заходите на сайт, вводите свои данные, это бесплатно, и вы видите свой результат. Стоит ли идти сдавать 4-й предмет? Вы знаете, что есть 3 предмета, по которым вы будете поступать, и 4-й можно взять дополнительно, просто для того, чтобы перестраховаться. Конечно, я думаю, что стоит идти, но лично я ходил, потому что, ну, а чего не сходить? Потому что это все-таки предмет, и если вдруг что-то, то его можно взять и пойти на другую специальность. То есть вот так. 4-й предмет, я считаю, что лишним не будет, поэтому если вы хотите, то в принципе можете сходить. Даже если вы там сильно не знаете, может вам повезет, и вы наберете много баллов. Что еще хочется сказать, то что все вот эти вот этапы, это довольно-таки все страшно, это все довольно-таки сложно. Но что хочу сказать, что у тебя все будет хорошо, потому что если ты занимался весь год и старался весь год подготовиться к ЦТ, то у тебя все будет отлично, потому что все знания, они просто так даром не проходят. Конечно, если ты лентяй, еще что-нибудь, то может повезет, может нет. Но если ты целеустремленно шел к своей цели, целеустремленно решал все задачи, все тесты, все упражнения, то все у тебя будет хорошо. Ты поступишь на хорошую специальность, получишь высокие баллы, и все будет отлично. Не обращайте внимания на то, как меняется система. Главное, что вы знаете свои знания, главное, что вы знаете, что у вас все получится. Идите с хорошим настроением, выспитесь перед ЦТ, получите заряд хорошего настроения, там, съев какую-то либо конфету, либо шоколадку, можете посмотреть еще что-нибудь, пошутить. Но, конечно, если вы занимались и вы достойны поступить на отличную специальность, то у тебя все будет хорошо. Я надеюсь, вам понравилось это видео, вы его оцените, поставьте лайк. Если я не разобрал какие-то из вопросов, то напишите в комментарии, я вам обязательно отвечу, может быть, что-то посоветую. С вами был канал Подготовка к ЦТ. Разобрали с вами трепещущие вопросы. И всем пока!